Здравствуйте, Бакыт. Министерство природных ресурсов на данный момент проводит информационную кампанию по работе с отходами. То есть у нас их очень много в городе, так сказать. Нам очень важно, чтобы наше общество, граждане пришли к культуре сортировки мусора. Как нам известно, вы работаете, специализируетесь на утилизации батареек, да? Не сказать, что мы специализируемся, но в рамках нашего проекта, да, есть своя инициатива. Мы на сегодняшний день собираем одноразовые пальчиковые батарейки, использованные для дальнейшей их передачи на утилизацию. Какие вот вредные вещества содержатся в батарейках и чем они опасны? Ну, знаете, вообще проблему надо начать с того, что в целом повестка утилизации одноразовых батареек в Кыргызстане, она еще такая не актуальная, да? Хотя во всех других странах, там, в частности в европейских странах, уже государством выделяются и средства, и внимание на то, чтобы эту проблему поднять в общественности, потому что на самом деле вред от батареи очень колоссальный. И об этом нужно донести до нашего населения. В европейских странах уже создается инфраструктура для того, чтобы можно было сдать батарейки, и государство в дальнейшем их перерабатывает. У нас в Кыргызстане, конечно, с этим пока слабо, но уже на этом этапе можно уже какие-то совместные инициативы вместе с бизнесом делать. Вред от батарейки ученые уже доказали, что вот батарейка, которая выброшена условно в мусор и попадает в почву, она убивает 20 квадратных метров земли, ее делает абсолютно непригодной из-за того, что когда мы выкидываем батарейку в почву, корпус разлагается, и все химические вещества, в частности вот тяжелые металлы, они попадают в почву. Дальше они проникают уже в грунтовую воду, и 500 литров воды становятся тоже непригодными для питья. Поэтому вред именно в окружающую среду, он колоссальный. Можете рассказать вот, точки ваши, какие или где, сколько их, где вы их принимаете? Ну, смотрите, на данном этапе мы создали свою такую внутреннюю инфраструктуру. Это 500 точек для сбора батареек. Батарейки мы собираем, дальше хотим их утилизировать, но, к сожалению, у нас в стране пока это не получается ввиду определенных проблем, да, с которыми мы столкнулись. В частности, первая проблема, у нас нету завода, который утилизирует. Да? Второе, дальше мы начали решать эту проблему, попытались, по крайней мере, эти батарейки дальше утилизировать там, в наших соседних странах, там, в Казахстане, в России. Там есть утилизационные заводы, но из-за того, что существует международная конвенция по трансграничной перевозке отходов, это Базельская конвенция, если я не ошибаюсь, очень много процессов и процедур надо пройти для организации доставки, что делает логистику просто золотой. Поэтому на сегодняшний день мы пока не имеем возможности их дальше отправлять в другие страны на утилизацию. Мы официальный контракт заключили с бишкекским нашим полигоном на хранение по соответствии там, с международными стандартами, нормами по безопасности. Мы собираем и дальше передаем их вот бишкекскому полигону. А 500 точек, которые мы организовали, в большей части они у нас находятся в Бишкеке. И также подключили другие города, крупные города. Нарын, Регионы, Талас, да? регионы, да. Нарын, Талас, Ош, Джалабад. Вот, пожалуйста, получается, на данный момент наши граждане могут... Граждане могут по карте найти или в Инстаграме найти? Или что в рамках нашего проекта сервиса аренды пауэрбанков «Твой заряд» есть у нас мобильное приложение. И скоро будет обновление, где наши пользователи прямо на карте смогут посмотреть, где находится эта точка, и прийти и сдать батарейки. А какие виды вы батареек принимаете? Принимаем
В основном это одноразовые пальчиковые батарейки, маленькие аккумуляторы. И сейчас у молодежи очень популярны вот эти одноразовые сигареты, подсистемы их называют. Там тоже имеется аккумулятор, да, который мы тоже принимаем. Нужно ли как-то специально подготавливать батарейки перед сдачей? Абсолютно не надо. Здесь нужно просто огромное желание внутреннее человека, Ответственность, да? ответственность социальная, да, помочь окружающей среде. Все, он просто приходит и просто сдает их в наши вот эти отсеки. Какие организации или в какие предприятия они отправляются? Вы рассказали про БСП, да? Да, на данный момент как бы мы хотим, чтобы все было в соответствии с требованиями, да, по безопасности, со стандартами по хранению безопасности, да, безопасности хранения отходов. И на этом как бы уровне у нас только бишкекский полигон есть наш официальный, у нас с ними контракт, мы оплачиваем деньги для того, чтобы бишкекский полигон хранил, а потом, когда у нас появится утилизационный сбор, в дальнейшем их передали на утилизацию. Утилизацию, да. А Да. вот эти вот те, которые попали вот в бишкекский полигон, батарейки, они, то есть они там и лежат, да, их никто не собирает или что-то там не Нет, делает? они пока будут храниться, повторюсь, обратно в соответствии с... Нет, которые не сдали, просто в мусорку выбросили. Которые и не туда сдали, они попадают в полигон, но уже в другом виде. Не под хранение, а под уничтожение. Скорее всего, их, наверное, сжигают. И когда сжигают, обратно же Да, вот это эти очень химические металлы, они попадают в выделяются атмосферу. в Да. атмосферу, да. Эта инициатива, она исходит от меня и моих партнеров, исключительно в патриотических целях. Мы любим свою страну, мы хотим жить в своей стране, мы хотим, чтобы наши дети жили. И вот путем организации этой инициативы хотим какой-то вклад сделать в защиту окружающей среды и природы нашего любимого Кыргызстана.